ты вот за этой схожестью и похожестью, ты вот стремишься похоже, вот все это было. Самое главное, ты не научился получать кайф от акварели. Акварель, это знаешь, когда она сама льется, красиво. И вот, знаешь, я говорю, нормально все, слышишь. Просто тебе надо посмотреть величайших акварелистов, которые делали. Не обязательно это вот тех акварелистов, которые в 19 веке, там вообще многие работали, там все барышни рисовали акварелью, это было задано там все эти портреты сделаны еще пушкинской эпохи, все видно акварель дошли. А вот посмотреть художников авангардных тоже, которые работали. Ну, возьми просто хотя бы того же Лебедева, акварели Лебедева или Фанвизина. Как они акварелью делали. То есть, как они сохранили чистоту листа, все остальное. Вот, понимаешь, вот, передать вот эту фотографию, похожесть, за это делает. Фотоаппарат это делает. А ты должна, когда все это делаешь, тебе же это нравится делать, ты должна сама еще получить вот какой-то, ну, такой кайф. Ну, чтобы, грубо говоря, как Пушкин, когда вот учился на университете, айда Пушкин, айда сукин цыган, давай плясать. Вот, когда у тебя акварель не будет получаться, многие сами начнут плясать хорошо и радоваться от того, что у тебя вот получилось. Вот именно акварель. Акварель надо чувствовать. Амир Минималевич не даст совать, как педагог состав. То есть акварель, она же не для того, чтобы... Я понимаю, что вот это в детстве детям дают акварель для того, чтобы как бы, ну, подражать задания, уроков, какие-то навыки иметь. Потому как это очень удобно. Вот маленькие коробочки, пришли на урок, закрасили, все это сделали. И дальше пошло. Но ты идешь на выставку, тебе не просто надо несколько ученических работ выставлять, а чтобы от этого мы еще посмотрели, получаешь вот такой, смотри, как она залита, какая заливка пошла, как вот желтый, на зеленый, на желтый, вот все эти вот вещи, и делать это уже, и, знаешь, от этого приходит на самый себе восторг от того, что не просто похоже, а вот как, знаешь, научиться вот как, ну, от красок, балдеть, вот, получать от этого кайф. Вот когда это будешь получать, тогда будет все нормально. Тогда, и, я говорю, и ноги будут сами танцевать, и все, и песни будешь петь. Согласна. Все это получается. Вот это нужно, и побольше разнообразных тем, и вот, побольше формата. И вот. Ну и у нас тоже вообще очень неплохо акварелистов, которые это делают. Но я понимаю, что каждый из них как бы в своем формате работает, а тебе нужно как можно больше смотреть профессионалов высокого уровня, которые делают. И у нас много выставок акварели, это сумасшедшие. Вот я помню, мне пригласили на выставку акварели, которая каждые 3 года проводилась в городе Кургане. Там громадный музей акварелистов, там есть такой Травников, Герман, он сам акварелист, и вот создал, и там каждый год проводилась тренировка. Сейчас вот просто с пандемией, наверное, со всеми этими делами, с Крымом, а вот это не проходит. А там я сам был потрясен от выставки, которые, ну, со всего Союза прислали эти картины, акварели. Для меня это было такое откровение, я просто оттуда уже уезжаю после открытия выставки, всю ночь не спал, вот так вот. Поучиться, вот. Пока Виктор Иванович Суздальцев, мой сосед, мой сестрой к нему барышни приходят, вот так вот учится, он и учит. Как почувствовать эту кисточку, как краска льется. То есть акварель это, ну, высший пилотаж, говорят вообще художники, которые акварель владеют. Вот хотелось бы чего-то видеть. Понимаешь, чтобы, заходя на выставку, другие походы, они просто от того, что да, тему, понимаешь, заботиться о чисто национальном, вот это не надо. Потому что она в национальность все равно получится. Понимаешь, ты как бы не пела. Гены все равно все свое сделают с собой. Ничего ты не рисовала, понимаешь? Все равно они у тебя будут по-башкирски, потому что время, воздух, все сделали.
уже вот как Пространство, выросла да. обстановка. Да, я об этом не думаю, вот как бы это. Но все равно у тебя получится. И от этого только ты расширишь свои горизонты, понимаешь? От этого только шире и более масштабнее станет твое искусство. Вот я хотел бы вот это тебе пожелать. Чтобы ты научилась. Да, Вот спасибо. этому кайф надо говорить. У меня как раз то, что к чему стремиться нужно. Просто Это правильно. в этом получается. Мы живем один раз, если занялась этим делом. Кто-то же получает удовольствие от того, что вот он наковальней бьет, и у него что-то потом выходит вот из какая-то железка. Вот. Просто вот от этого, понимаешь, это как песни же, вот, не вывод слышишь. Ну, это тоже, иногда смотришь, вот, это как песня. Здесь куплет забыл, не бывает. Вот это хочется пожелать. Услышать наставления от мэтров. Это самое важное для меня, потому что мне действительно учителю нужны учителя. Большинство работает маслом и акварелью мало. Легко объяснить. Там уже несколько работ, о чем говорю, там уже есть некоторые. Потенциал какой-то, да? Это надо побольше работать. Да, и надо... Быстренько закрасил и забыл, потом оно само начнет получаться. И свой стиль выработается, и свое отношение, свои цвета, все, формат, и темы появятся сами собой. Надо, чтобы количество, это по Марксу, кстати, количество переходит в качество. Так что Да, это я уже заметила. Регулярные занятия, регулярные больше, работы. просто это должно стать как с этим занимаешься. Я не знаю, поэтому я говорю, как художник, у меня претензии только как художник. Как танцуешь, ноги будут сами танцевать. Я, наверное, еще И запоешь. распыляешься, когда тоже то ли танцами, то ли башкирским костюмом, то ли рисовать. Нет, оно ничего не мешает. Это не важно. Она идет на посуду, но когда ты этим делом занимаешься, ты занимайся этим